Мы находимся на знаменательном перекрестке. Это улица Гоголевская. Здесь проходил трамвай номер 3. Он шел в ту сторону к вокзалу, поворот налево на Пушкинскую. Но основная достопримечательность, которая сохранилась до сих пор, это подстанция. Это вот действительно остался памятник трамвайного прошлого Симферополя. Эта трансформаторная подстанция – один из немногих следов некогда существовавшей в Ахмеджите трамвайной сети. В 2012 году она была признана памятником культуры местного значения. Кроме нее, на центральных улицах города сохранилось несколько других подстанций и столбы электропередач. История создания трамвая досчитывает, мало кто знает, 3 периода. Первый период – это 1898 год. Городская дума Симферополя решила создать в городе трамвай. Это был один из первых городов. Уже был трамвай в Кременчуге, в Севастополе. Власти Ахмеджита подали объявление о конкурсе на проект городского трамвая в губернские газеты. В течение года поступили предложения из различных учреждений страны, а также из Германии, Франции и США. К рассмотрению было принято 5 проектов, но победивший из-за некомпетентности конкурсной комиссии проект оказался неудачным и не приспособленным к особенностям архитектуры города. Дело закончилось судом, принявшим в казну города 25 тысяч рублей, а трамвай в городе так и не появился. И вот начинается второй этап. Городская дума решает, а зачем нам всякие посредники? Они обращаются к думам тех городов, где есть трамвай, был такой союз городов, и они им помогают, передают всю необходимую документацию, все, дело закипело, пока на бумаге. А тут началась русско-японская война, весь металл идет на войну, и закончилось. Второй этап кончился совершенно бесславно, ничем. К идее постройки трамвая власти города снова возвращаются в конце 1910-х. Тогда заключается договор с бельгийским анонимным обществом, который предусматривает прокладку 3 линий электрического трамвая с правом выкупа через 40 лет. В следующие 4 года бельгийская компания строит электростанцию, трамвайное депо, мастит городские улицы и прокладывает рельсы. 31 июля 1914 года состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Ахмеджите. Задача трамвая – связать окраины с центром. Поэтому он выходил на Красную Горку, это в районе Москальца, это в старый город, Госпитальная. И район Бетлинговская, это улица Калинина, это довольно далеко. Было 4 маршрута, они пересекали Салгир, и это он сразу расширил границы города, потому что был смысл строить дома в зоне пешей доступности. Появление трамвая на многие годы решило транспортную проблему в городе. Трамвай был главным видом общественного транспорта в Ахмеджите почти всю первую половину 20 века. Движение трамваев останавливалось только в годы гражданской войны и немецкой оккупации Крыма. Трамвай нашел отражение и в топонимике города. Появились улицы Трамвайная, Проводников. В то время не пользоваться этим видом транспорта было невозможно. Билет в трамвае стоил 3 копейки, в троллейбусе 4 копейки, в автобусе 5. То есть трамвай был более дешевый вид транспорта. Симферопольские вагоны, благодаря тому, что строители были из Бельгии, отличались от всех трамваев Советского Союза. Они были более узкие, более красивые. Внутри висели такие кольца, за которые держались индивидуально. Трамвайные маршруты в Ахмеджите начали сокращать с конца 1950-х годов, когда было принято решение об организации троллейбусного движения в городе. В числе причин назывались низкая скорость движения трамваев, высокие затраты на реконструкцию существующих линий и иные технические проблемы. Последний трамвай прошел по улицам Ахмеджита 30 ноября 1970 года.